Участие в совещании принимала и Республика Тыва. Глава ЦИК отметила, стоит задача сделать так, чтобы у всех участников избирательного процесса была возможность полностью контролировать происходящее. Видеонаблюдение на избирательных участках должно осуществляться все 3 дня и 3 ночи, пока будет идти голосование и вестись подсчет голосов, а это 17, 18 и 19 сентября. Длительность непрерывной трансляции составит примерно 70 часов. Сейчас мы ожидаем поставку 2 больших жидкокристаллических экранов, которые будут установлены в нашей общественной палате Республики Тыва, на которые будет стекаться вся информация с УИКов. Но то же самое информация будет находиться у нас, если члены партии, представители партии, кандидаты изъявят желание, они могут прийти и посмотреть, как это все будет в реальном времени происходить. На участках, оборудованных системой видеонаблюдения, смогут проголосовать 98% избирателей. Следить в таком режиме за ситуацией смогут и аккаунты партий, участвующих в выборах. Доступ будут иметь наблюдатели, представители партий и кандидатов, СМИ и избиратели. Кроме того, в избирательных комиссиях, в центрах наблюдения и политических партий будет возможность перемотки записей. Храниться запись будет в течение года. Пока мы ждем, контракт подписан Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с Ростелекомом. Они основные поставщики, установщики и так далее и тому подобное. Поэтому давайте мы все установим. Как они будут установлены, мы планируем, по моему сегодняшнему разговору, до 30 августа планируем их установить. Представители ЦИК заверяют, система видеонаблюдения не оставит слепых зон, но не позволит им вмешаться в тайну голосования. Видеонаблюдением и видеорегистрацией будут охвачены все 19 территориальных и 186 участковых избирательных комиссий с охватом более 199 тысяч человек. 100 участков будут снабжены системой видеонаблюдения в онлайн-режиме. Политические партии, сегодня их 15, и кандидаты, если возьмете 15, и на максимум, что они могут 225 умножить, вот получите приблизительно ориентировочное число тех людей, которые могут спокойно, тех субъектов, которые могут иметь возможность иметь доступ на портал, на котором ведется фиксация всего, что происходит в течение 3 суток. Напомним, что на днях был завершен прием документов кандидатов на участие в выборах. Всего в единый день голосования свои кандидатуры выдвигает 11 человек. На сегодняшний день зарегистрировано 4 кандидата на должность главы председателя правительства Республики Тыва. Это у нас кандидаты, выдвинутые политической партии «Единая Россия», также коммунистическая партия «Коммунисты России», партия «Зеленые» и партия «Роста» тоже представила свою кандидатуру. 4 кандидата. 4 кандидата, да, на сегодняшний день. Одна кандидатура сегодня от КПРФ, она у нас сейчас в настоящее время, это идет проверка по данной кандидатуре по порядку выдвижения и представления документов. По кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по Тывинскому одномандатному избирательному округу номер 32 у нас было заявлено 8 кандидатов. В настоящее время зарегистрировано 7 кандидатов. От партии «Единая Россия», от партии КПРФ, партия «Зеленые», «Справедливая Россия», партия пенсионеров и партия «Родина». 7 представителей. Напомним, что в этом году 19 сентября предстоят выборные кампании различного уровня, включая выборы в Государственную Думу, выборы глав 12 субъектов, а также депутатов законодательных органов госвласти 39 субъектов Российской Федерации. Инна Клоян, Буян Мангуш, Мирана Иргит, Тува 24.